утолим. За ними в сумерках приехала крытая брезентом машина. Первым погрузили труп Цоки, сзади у самой дверцы. Уложили тут же Чабиху. Бачу посадили отдельно, а Аварцев и Мехди посадили спиной к кабине. В кузове было 3 солдат. «Как здесь холодно, о Бача!» – застонала Чабиха. «Терпи, Чабиха. Говорят, что эти врачебные машины стоят в Шолхе. Потом нас пересадят. А Цоки куда везут? Похоронить хотят на кладбище». «Так это и должно быть», – согласилась Чабиха. «Не бросишь же труп человека на съедение собакам. Они хоть и не мусульмане, какой-то закон имеют». У Харцберда машину остановил пост. «Тут?» – спросил, высунувшись из кузова, старший из 3 солдат. «Тут», – ответил снизу. «Отличное место. Всех нетранспортабельных давай сюда. Бабу с возу кобыли легче». Старший стал открывать заднюю дверцу. «Смотрите за теми, что сидят». Другой солдат щелкнул затвором автомата и навел на Аварцев и Мехди. «Сидите спокойно. Пошевелитесь, скашу». «Не надо стрелять, не надо», — взмолился один из аварцев. А Мехди весь напрягся. Чувство подсказало ему, что происходит что-то ужасное. Спустили на землю труп Цоки, ссадили Иби, потом взялись за постель Чабихи, тоже положили на землю. «Ну пшел, старый ты! Ой, Ванах, почему они нас снимают с машины тут? Я что-то не понимаю», — заупрямился Бача. Но 2 молодых солдат потащили его из машины и швырнули в пропасть. Короткий крик, и скрылся старец во мраке бездны. Легко они избавились от блаженного Иби. Ему даже в голову не пришло помешать как-то этим убийцам убить себя. Но Чабиха оказала отчаянное сопротивление. Слышно было, как сапогами пинали больное тело старухи. Она, видимо, цеплялась за ноги и одежды солдат. «Суди их своим судом, о Господи!» Тело с шумом полетело с обрыва. У Мехди не было никакого плана. Все произошло само собой. Он сделал с места бросок на того солдата, что стоял к ним спиной у дверцы, держась одной рукой за борт. Оба упали к ногам тех, что стояли внизу. Они были в 2 шагах от обрыва. Мехди не дал им опомниться, обхватил за талию одного из них, толкнул и бросился вниз. После первого удара он потерял сознание и пришел в себя в ледяной воде. Его несло, швыряя как палку о коряги и камни. Наконец-то ему удалось ухватиться за какое-то бревно. Он вылез на берег, покрытый свежим снегом. Юноша бросил взгляд на нависший берег. Его далеко отнесло. Дрожа от холода, он снова вошел по колени в воду, надеясь найти кого-нибудь из тех 3. Никого не было. Их, видимо, унесло вниз, в долину. Мокрая одежда прилипала к телу и смерзалась, делаясь твердой. Вода хлюпала в боржах. Он сел прямо на грязный камень, снял боржи и отжал их. Стал надевать, а они не налазят. Надел с трудом. Снял отяжелевшее пальто. Хотел отжать. Куда там? Бросил. Всю верхнюю одежду отжал, раздевшись догола. Надо двигаться, чтобы холод не проник глубоко внутрь и не сгустил кровь, так что она не сможет течь по жилам. Но как холодно. Он знает это место. Здесь недалеко должна быть мельница, а при мельнице была Пурни. Жена мельника пекла лаваши. И точно такой хлеб, который продают в городе. Ей заказывали целые выпечки для свадеб, похорон и других мероприятий. Мимо проезжаешь, и запах такой. Ах, неожиданно у Мехди закружилась голова. Желудок вспомнил, что сегодня не получил ничего ему причитающегося. Его устроил бы и кусок хлеба. Мехди побежал. Бежать, бежать, пока не добежишь до мельницы. А если там солдаты? Вон, на правой стороне горы лес. Но как там согреться? Господи, тобою сотворен, тобою вскормлен, и тебе решать, что будет со мной. Молю тебя, помоги собраться с духом, и если мне сегодня предписана смерть, хочу встретить ее достойно, как положено мусульманину. Вот она, мельница. Чуть виднеется крыша. Зато хорошо слышен шум падающей воды. Здесь мостик,
тесаное бревно. А если тут засада? Будь что будет. Лучше умереть от пули, чем замерзнуть в снегу. Он перебежал мостик, остановился, зорко оглядываясь по сторонам, прислушался. Никаких звуков, кроме шума воды. Стал, крадучись, подниматься по мерзлой тропинке вверх. На мельнице никого. Пурни в стороне. Это такой низенький домик, сколоченный из расколотых пополам бревен. Всего 2 комнаты. Большая – сама Пурни, и маленькая, где большей частью жил мельник со своей мельничихой. Стал пробираться к дверям. Они были раскрыты, а внутри темно. Он весь сжался, как пружина, при случае готовый ринуться опять вниз, в пойму реки. «Есть кто здесь?» Мехди шагнул внутрь и пошел понад стенкой, пока не наткнулся на печь. Руки искали хлеб, а его не было. Между печкой и стеной было пространство. Там были полки, куда мельничиха клала испекшийся хлеб для доводки. Нет ни одной булки, ни одного куска. Под нижней полкой он нащупал плед, которым накрывали горячий хлеб. Совсем сухой плед, им можно накрыться. Он стал ощупывать саму печь снизу доверху, куда доставали его руки. Вот заслонка. На ней руки что-то небольшое нащупали. Что это? Неужели спички? Не пустой коробок? Он потряс, там были спички. Какое счастье! Здесь нельзя огонь разводить. Рядом дорога из гор, по ней сегодня вывозили людей из сел. Сухих дров сколько хочешь. Муталим завернулся в плед с головой. Во время падения с обрыва он потерял шапку. Или, может быть, ее сорвало в реке. Зато теперь у него есть плед, в который можно завернуться с головой и ногами. Так он дошел до лицевой стороны печи. Нащупал короткие вилы. Ими мельничиха доставала горячий хлеб и лаваши из раскаленной печи. Один бы из этих лавашей или ломоть горячего хлеба. Ничего вкуснее человек не ел испокон веков. Шум мотора. Мехди вздрогнул и бросился к проему двери, которая была открыта. Там, на дороге, стояла грузовая машина с включенными фарами. С кузова прыгали солдаты. Они шли к мельнице. Мехди бросил в угол скомканный плед и залез в саму печь. И там, в уголке за выступом, съежился в комочек. Луч света, и вслед за ним оглушительный треск. «Посмотри, кто это!» Послышались осторожные шаги, а потом смешок. Одеяло какое-то старое оставили. А вроде человек на полу. Со страху что только не покажется. Было одеяло, теперь решето. Никого здесь нет. Да и какой дурак будет здесь прятаться у самой дороги, по которой целый день снуют военные машины? Посвети в печь. Луч прошел по противоположной черной стенке. Рука с фонариком была у самого носа Мехди. Печь тут русская, да и все. Пошли уж. Прошло время, свет фар удалился. Мехди сперва высунул голову, послушал. Света нет, шагов и голосов не слышно. Он вылез, собрал с пола плед. Надо уходить отсюда. А где спички? Ах, вот они в руке. Он хотел сунуть их в карман, но выдернул снова руку. Вся одежда на нем мокрая, сухого места на нем нет, где он мог бы спрятать спички. Что делать? Попытался завязать в уголке пледа, но плед такой толстый, узел получался непрочный, водопроницаемый. Вот на окне занавеска. Сорвал со шнурка и завернул в нее спички в тугой узел и повесил себя на шею. Надо уходить. Шел снег крупными хлопьями. Он спустился вниз, перешел мостик, проваливаясь в грязь по щиколотку, а иногда и по колено. Стал подниматься по лесистому хребту. Стало гораздо легче. Ноги в грязь не проваливаются. Можно ухватиться за ветки деревьев, помогать руками. Понемногу он начал согреваться. Он будет идти и идти, пока есть силы. А когда силы кончатся? Но нет, у него есть спички. На этой стороне нельзя разводить огонь. Надо перейти хребет, и там, в какой-нибудь тихой безветренной лощине, он разведет костер. Он знает, как разводить огонь. Он это делал, когда Дяти была жива. Да простит ей Господь и пошлет в рай. Она умерла от чахотки. Мехди взобрался на самую вершину, но спуск нисколько не легче подъема. Закон весов нарушается. Если на одной стороне тяжелее, то на другой должно быть легче. Почему здесь не так? Когда-нибудь он об этом подумает.
В лощине беглец наткнулся на небольшие копнушки сена в полурост человека. Их было много, заготовка на целую зиму. Первое, что ему пришло в голову – сено горит. Это сухая трава. Бросившись к первой же копне, он сбросил верхушку с шапкой снега, стал доставать спички. Слава Аллаху! Они остались сухими, и коробочка была наполовину полна. Озябшие руки сломали одну спичку. Тогда он осторожно положил коробок на ровное место, стал дыханием греть руки, потом тер их друг о дружку, произнес формулу милосердного и достал спичку из коробочки. Закрыл ее и чиркнул. Она загорелась белым огоньком. Он взял пучок сена, вспыхнула, как щепотка пороха, брошенная на горячую плиту. Мехди присел на колени и сунул догорающий пучок под низ копны. О Аллах, какая благодать этот огонь! И как мы мало его ценим, потому что у нас его было много во всех домах. А как только его лишаешься на короткое время, сразу понимаешь, какое это богатство. Да, мы мало что ценим. Воздух, воду, пищу, крышу. Вот воздух. Им Господь нас наделил в избытке. Если пищу и иногда воду приходится брать с собой, то воздух везде, где ты бываешь. А многим ли приходит в голову благодарить за воздух? Наверное, это приходит к человеку в мгновение смерти, когда доля воздуха, отпущенного ему, как рузг, заканчивается. Он сбросил на снег плед, встал во весь рост передом, чтобы тепло сушило и грело его. Для сушки он снял бешмет и держал на вытянутых руках перед огнем. Бешмет сперва чуть отяжелел, потом с него стал подниматься густой белый пар. По мере сгорания копны приходилось нагибаться ниже. Благодатное тепло дошло до самого сердца. Он подбежал к одной копне, чтобы принести охапку сена к костру. Ну а что-то споткнулся и упал. Присел и пошарил руками. Это была палка, вернее ветка. Да ею хорошо огонь ворошить. Он рванул к себе, она легко поддалась, вместе с копной поползла к нему. Вот как. Да, горцы так и делают. Скосят сено, высушат, а потом складывают копну на раскидистую ветку, специально заготовленную. Зимой верхом на лошади подъезжают, цепляют и волокут по мерзлой земле. Редкий клок сена упадет с копны. А они умные, эти простые люди. Он подтянул к кострищу поближе сразу 3 копны. На одну сел, а с других брал охапки и подбрасывал в огонь. Высушил верхние штаны. Оттуда что-то упало к его ногам. То был перочинный нож, подаренный ему одним из отучившихся муталимов. Положил рядом с собой на сено. Когда штаны высохли, он снял кальсоны, стал сушить, а сам накрылся пледом. Сухая одежда приятно облегала тело. Он не забыл положить перочинный нож на свое место в специальный карманчик для часов спереди брюк. Наконец очередь дошла до обуви. Так он засыпал и просыпался, когда огонь ослабевал, и холод подбирался к ногам спереди или к спине сзади. Просыпаясь, он бежал за очередной копной, согревался и снова засыпал сидя.